Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях Андрей Иванко, участник СВО из Башкортостана, военнослужащий 428-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, с первых дней участия в СВО вы сначала стали командиром взвода, потом стали командиром роты. Какие навыки, какие задачи отрабатывали? Сейчас я нахожусь в очередном отпуске, так как было у меня ранение, сейчас нахожусь на реабилитации. Где проходили реабилитацию? Реабилитацию, сначала мотались по госпиталям, а так дома. Скажите, а как в госпиталях вас встречали? Внимательны были? В каждом госпитале, не только ко мне, ко всем раненым военнослужащим, относились очень как-то с уважением, где-то помогали, где-то там приносили, даже кто лежачий, там и покушать приносили. Все это было все на высшем уровне. Вы получили ранение чуть более полугода назад. Что был за бой в октябре 24 года? В октябре 24 года был серьезный бой у нас. Мы штурмовали город Селидово, это в ДНР. И так получилось, Получили серьезное ранение? Серьезное ранение, да. Андрей, ваша жизнь разделилась на до и после. Так же, как и у меня. Потому что сейчас вы на протезе, и я на протезе. Как вы приспособились? Было сложно приспосабливаться, но мы же люди сильные. Наверняка семья поддерживает. Семья поддерживает, близкие, родственники и так далее, друзья. И ваша сила воли. С 99 года по 2001 вы служили на территории Северного Кавказа. И на СВО пришли с опытом. Да, у меня уже был кое-какой опыт. Он помогает не только мне, и я учил уже нынешних военнослужащих кое-каким премудростям. А вот как новенькие уживаются? Всем же непросто. Нет, тут все проще. Здесь специальная военная операция, но война, поэтому здесь исполнение только боевых приказов. Не мухлюйте! В машине! Что это? Где это было? Это было в Луганской Народной Республике. Я был командиром взвода в то время и учил отделения свои на танк запрыгивать и спешиваться, и принимать уже боевое положение. То есть у вас тренировка проходила, вы на броню и с брони? Так точно. Ругали? Хвалили? В основном парни понимали хорошо и работали от души. А с дисциплиной как? Дисциплину старались поддерживать. Были, естественно, какие-то недочеты, но мы их исправляли. Скажите, а кто те ребята, с которыми там, за ленточкой, вы держали строй? Когда мы познакомились со всеми ребятами, познакомились очень хорошо, стали очень близкими друзьями, братьями. А сейчас общаетесь? Да, общаемся обязательно, конечно, каждый день. Вы награждены орденом Мужества, медалью Суворова и медаль Шеймуратова. А вот именно медаль Шеймуратова вам на позициях вручал тогда политрук Азат Шамилевич Бадранов. Сейчас он руководитель администрации главы Республики Башкортостан. Волнительно было? Было волнительно, но так как мы встречались уже не первый раз, там за ленточкой, я уже был привычный. Подготовленный. Награды за что? Награда, это у нас Шеймуратова нам вручили за то, что это было в Луганской Народной Республике, были небольшие штурмы. Кстати, оценили мои достижения, поэтому я был награжден. А орден Мужества в каком направлении? Орден Мужества за Новоселовку. Тоже там был штурм, и я получил орден Мужества. Ваш брат тоже старший брат военнослужащий, капитан ВВС. Как он отзывается о вашем боевом пути?
Но он всегда поддерживает. Он старший брат, поэтому у него только напутственные. Был для вас примером наверняка. Примером был обязательно. Андрей, а вы сейчас в отпуске? Как вы его проводите? Отпуск я провожу дома. Ну, естественно, сейчас, сами понимаете, огородная пора, поэтому ковыряемся в огороде. Нравится? Конечно, с землей работать вообще одно удовольствие. Вы до СВО работали в Кармаскалинском районе в сельхозпредприятии «Артемида». Задача у нас была по обработке почвы просто выращивать хлеб. Андрей, после реабилитации вернетесь на сельхозпредприятие «Артемида»? Да, конечно. Родная земля, она просит. Ждут наверняка. Ждут. У вас такой позывной, говорящий, Кулибин. Это потому, что вот как раз вы можете все делать своими собственными руками. И технику создавать, и на земле работать. Как это появилось в вашей жизни? Это появилось довольно-таки случайно. Просто у меня есть одно изобретение, собственно, производства. Я показал парням, своим братьям, там уже на СВО. Они такие подумали, да ты Кулибин. А для чего это нужно? Это для передвижения по снегу. Это типа самодельный снегоход. Это у меня же второй, более усовершенствованный. А там вам этот навык пригодился за ленточкой? Там всегда пригождается все. Все, что ты умеешь вообще в жизни, там всегда все пригождается. Где-то что-то даже починить, где-то что-то сделать. Я как техник-механик, я в этом деле немножко понимаю. Вы сами из многодетной семьи, и у вас у самого 3 дочерей. Какие традиции у вас в семье? Не знаю, просто встречаться, посидеть, поговорить. Просто мы тоже редко встречаемся, мы все вместе. Бывают какие-то развлекательные программы. Природа, естественно. Я люблю природу, поэтому я регулярно выезжаю на нее. Подождите, порыбачить. вы же скромничаете. Вы выступали на сцене в Кармаскалинском районе, в селе Бекетово. Буквально за день до начала концерта, посвященного Дню Великой Победы, вы вступили в постановку «А зори здесь тихие» и прекрасно справились с этой ролью. Давайте посмотрим, как это было. Так, совсем не по уставу. Нашли, значит, не пьющих. Без моего ведома. На территории. Не ногой. Там же на ягодами. А ягод вот еще нету. Андрей, учитывая, что вы на протезе, я бы не поверил, что вы там без ноги. Так получается, что стараемся делать все красиво. От вас исходит оптимизм, глаза даже вот просто наполнены какими-то искры в них. А там, когда я смотрела этот концерт вживую, заряжалась вот этим позитивом воочию, но волновалась за вас. До СВО я регулярно выступал в нашем сельском доме культуры, или не только в сельском доме культуры, мы выезжали в Кармаскалы, в РДК, немножко занимался вокалом, пели песни, всякие патриотические, просто песни. Андрей, вернемся к СВО. А что вы вспоминаете с тех времен? Больше, наверное, как тренировал своих бойцов, то бишь свои подразделения, не только вот эти тренировки, это все, это душой чувствовал, что это надо сделать, надо научить. Хорошие ученики, что говорили? Они до сих пор, ребята звонят и говорят: Кулибин, спасибо тебе, что ты там нас погонял. Андрей, земляки из Башкортостана поддерживают вас и других, конечно же, участников СВО. Чувствуете это? Да, конечно, чувствуется это. И даже когда звонки, ребята звонят и говорят: Кулибин, ты держись, ты не падай духом. Я им тоже это же самое и желаю. А что скажете всем нам? Ведь буквально накануне прошел Великий День Победы.
хотелось бы, конечно, поздравить с этим днем всех и военнослужащих, и вообще всех зрителей, с этим знаменательным днем 80-летия Победы. Ребятам же, что хотелось пожелать, наверное, скорее всего, возвращение домой, чтобы пришли все домой живые, здоровые, жизнерадостные, и надеемся на это. Этого желаем и мы. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Андрей Иванко, участник СВО из Башкортостана, военнослужащий 428-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Победа будет за нами. Увидимся через неделю.